Правосудие Аллаха не идеально. Аллах может оставить без внимания некоторые грехи. Он может просто простить вам определенные вещи. Это означает, что в конце времен, согласно исламу, какой-то грех останется безнаказанным. Но это не было бы совершенной справедливостью. В то же время, согласно Корану, сура 3, стих 32, Аллах не питает любви к неверующим, поэтому Бог не так любвеобилен, как нам бы хотелось. Согласно Корану, сначала вы любите Аллаха, сначала вы верите в Мухаммеда, и тогда Аллах полюбит вас. И поэтому я бы не назвал эти качества совершенными. Христианское решение несколько иное. Оно заключается в том, что Бог сохраняет свою совершенную справедливость. И в конце времен все грехи будут наказаны. Либо вы платите за это сами, либо Иисус платит за них на кресте. И все же Бог заплатил цену за нас. Так что это настолько совершенная любовь, насколько это вообще возможно. Вопрос к доктору Вуду. Если мы заменим слово «Иисус» словом «Бог», как верят многие христиане, то Иисус и Бог — это одно и то же. Тогда утверждение, что Бог умер и воскрес из мертвых, не соответствует определению Бога, у которого нет ни начала, ни конца. Бог не рождается и не умирает. Пожалуйста, объясните. Вы абсолютно правы в том, что если мы говорим, что Иисус есть Бог, а затем говорим, что Иисус умер, то возникает естественный вопрос: как Бог может умереть? Бог не из тех существ, которые могут умереть. Но вы упускаете из виду кое-что, а именно воплощение. Верите вы в это или нет, но именно так мы это согласовываем. И чтобы дать вам представление о том, что бы это значило, позвольте мне на минутку обратиться к Корану. Это Коран. И согласно исламу, по крайней мере, если вы правоверный мусульманин, Коран — это вечное слово Аллаха. У него нет начала, у него нет конца. Его нельзя создать, его нельзя уничтожить. И все же я открываю этот Коран, и на нем стоит дата публикации — 1994 год. Он сделан из бумаги, клея и чернил. Рано или поздно он развалится. Этот Коран рано или поздно развалится. Так что подумайте об этом. Как может вечное несотворенное неподкупное слово Аллаха иметь начало и в конце концов развалиться? И ответ, согласно исламской теологии, заключается в том, что у Корана две природы. Это вечное слово Аллаха, но оно приходит в наш мир в физической форме, сделанной из бумаги, клея и чернил. Итак, у этого Корана две природы, и поскольку он проник в наш мир и обрел физическую форму, его можно испортить, его можно уничтожить, хотя это не имеет смысла, если говорить о вечном Коране. Так что, если это исламская теология, я не знаю, как еще мы можем смотреть на Иоанна 1:1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. И поскольку Слово, которое было Богом, вошло в творение и приняло человеческую природу, тогда оно могло умереть. Если вы скажете, что это ложно, нелогично или непоследовательно, я не знаю, как вы это делаете, не отвергнув при этом и исламскую теологию. Вопрос к мистеру Вуду. В самом начале своего выступления вы сказали, что если Бог спас Иисуса или теория подмены верна, то это сделает Бога обманщиком. Итак, почему вы приписываете обман Богу? Если это так, то вы могли бы приписать обман Богу и Адаму, которые ели с дерева. Вы знаете, как Бог обманул Адама, позволив своим словом ввести его в заблуждение. А как насчет Библии и Торы? По крайней мере, в Библии говорится об антихристе. Таким образом, Бог собирается позволить антихристу обмануть всех этих людей и выглядеть как Иисус или обладать некоторыми чертами Иисуса, мир ему. Так что, Бог тоже обманщик в этой ситуации? Итак, что же такого особенного в том, что Бог спас Иисуса, что делает его обманщиком, что вы не можете приписать это к какой-либо ситуации? Потому что если все происходит с позволения Бога, то сами понимаете. Что ж, разговоры о теории подмены, о том, что Бог изображает обманщика, не имеют отношения к тому, что Бог спас Иисуса. Я верю, что Бог спас Иисуса, так что речь не об этом. Христиане, многие ли из вас верят, что Иисус умер на кресте? Многие люди в этом зале верят, что Иисус умер на кресте. Согласно теории подмены, не обязательно согласно точке зрения Шабира или другим интерпретациям суры 4, стиха 157. Согласно теории подмены, Аллах взял кого-то другого, похожего на Иуду. Это распространенное мусульманское верование, что Бог взял кого-то, похожего на Иуду, переодел Иуду, сделал его похожим на Иисуса, а затем Иуда был распят. Но Бог чудесным образом заставил всех думать, что это Иисус. Если это правда, если теория замещения верна, то это не сатана приходит и обманывает людей. Это Бог обманывает людей, верно? Это не Бог позволяет кому-то другому, не Бог позволяет какому-то обманщику обманывать людей. Это Бог активно совершает нечто чудесное, чтобы обмануть людей и ввести их в заблуждение относительно смерти Иисуса на распятии. С этой точки зрения, если мы спросим себя, почему мы сегодня верим в то, что Иисус умер на кресте, то это потому, что Аллах замаскировал кого-то и придал ему такой вид. И это было публичное мероприятие, верно? И кого-то другого, кого-то вроде Иуды распинают. Все это видят, и люди приходят к выводу, что Иисус умер. Почему они пришли к выводу, что Иисус умер? Потому что это произошло перед ними. Если вы не можете доверять своим ощущениям, тому, что находится прямо у вас перед глазами, тогда чему вы вообще можете доверять?
Таким образом, это означает, что Бог, по сути, обманом заставил зрителей поверить в смерть Иисуса. И косвенно все мы и миллиарды людей теперь верим в смерть Иисуса, потому что Аллах обманул их. И это сильно отличается от того, если бы это сделал сатана или кто-то еще. Почему кто-то должен воспринимать библейские утверждения как непогрешимое Слово Божье, когда существует очевидная эволюция повествования, идеологии и теологии? Что касается бремени доказательства, то тема такова: воскрес ли Иисус из мертвых с точки зрения христиан и мусульман? Таким образом, рассматриваются обе точки зрения, то есть какая-то из них является более разумной. Что касается аргументов Шабира в пользу эволюции Евангелий, то это совершенно не относится к моему аргументу. Ученые, которых я цитировал, говорят, что бесспорно, что Иисус умер при распятии. Те ученые, которых я цитировал, были атеистами и агностиками. И Реза Аслан мусульманин, верно? Они не говорят: «О, давайте выясним, является ли этот текст непогрешимым». И тогда мы поверим в него. Историки так не делают. Поэтому, если мы спросим, умер ли Иисус на кресте, это историческое событие. Следуя вашим рассуждениям, мы ничего не можем узнать из истории, если это не исходит из богодухновенной книги, которая может быть полностью признана Словом Божьим. Никто не изучает историю таким образом. Итак, если для доказательства прежде всего необходимо, чтобы каждый текст, который вы цитируете, является непогрешимым Словом Божьим, то для доказательства того, что Иисус умер от распятия, это не нужно. Вам не нужно это условие, чтобы знать, что ученики были готовы умереть за свои убеждения. И вам не нужно это, чтобы знать, что ученики утверждали, что Иисус умер через распятие. Шабир утверждает, что это эволюция. Но угадайте что? Что говорит Иисус в Евангелии от Марка 9:31? «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». Это в самом начале, это основополагающее, и это даже не самый ранний источник. Самый ранний источник — это Павел, где, вопреки теории эволюции, Иисус является больше всего людям после смерти. И это самый ранний источник, поэтому я просто подхожу к этому по-другому. Очевидно, что как христианин я верю в богодухновенность текста, но к установлению определенных исторических деталей я бы подошел так же, как и ко всему остальному. Именно так я поступал до того, как стал христианином. И именно поэтому я стал христианином. Главной целью Иисуса, мир Ему, было прийти и умереть через распятие. Почему Он взывал к своему Отцу, всемогущему Богу, с просьбой спасти Его от казни? И Его молитва была услышана, и Он был спасен. Евреям 5:7. Что ж, это еще один прекрасный пример выборочного текста. Если мы обратимся к посланию к евреям и помните, что в послании к евреям нам нужен 7 стих 5 главы, где Иисус просил Бога спасти его от смерти. Мусульмане интерпретируют это как то, что он просил Бога спасти его от смерти, а это полностью противоречит всему посланию к евреям. Послание к евреям заканчивается следующим образом: «Ныне Бог мира, воскресший из мертвых, великий пастырь овец через кровь вечного завета». Обратите внимание, что Иисус воскрес из мертвых. По представлениям иудеев, смерть — это место, куда вы отправляетесь. Если вы просто читаете один стих Евреям 5:7 и игнорируете все остальное, что есть в послании к евреям, и, между прочим, там снова и снова говорится, что он умер. И если вы просто прочитали этот стих, вы, возможно, скажете: «О, он спас его от смерти». Что ж, это может означать либо то, что он спас его от смерти, либо то, что он спас его из смерти. Другими словами, он умер, а затем Бог спас его из смерти. Если вы можете истолковывать стих по-разному, то что вы делаете в случае двусмысленного стиха? Что ж, если вы обратитесь к окружающим стихам, то увидите, что во всем послании к евреям говорится о том, что Иисус умер и воскрес из мертвых. И поэтому я бы просто сказал, что молитва, согласно посланию к евреям, была бы обращена к Богу с просьбой спасти его из смерти, через воскресение из мертвых, что полностью соответствовало бы тому, что мы находим в Евангелиях. Не означает ли это, что Бог также ограничен в том, что Он связан с жертвоприношением для того, чтобы избавиться от грехов? Насчет того, что Бог якобы связан тем, как ему нужно поступать. Христианская теология — это некоторые представления о Боге, согласно которым Бог совершенен и обладает всеми своими качествами. Итак, Он совершенен в правосудии, Он совершенен в любви. Но если вы верите в совершенного Бога, обладающего совершенными качествами, вы сталкиваетесь с проблемой того, что Бог собирается делать с грешниками. И это может выглядеть примерно так. Если вы когда-нибудь грешили? Вы когда-нибудь делали что-то не так? Конечно. Если вы согрешили, то если Бог совершенен в справедливости, Ему нужно будет наказать вас за ваши грехи. Если Бог совершенен в любви и милосердии, Он захочет простить вас. И мусульманское решение проблемы греха заключается в том, чтобы как бы принизить достоинство Аллаха. Правосудие Аллаха не идеально. Аллах может оставить без внимания некоторые грехи. Он может просто простить вам определенные вещи. Это означает, что в конце времен, согласно исламу, какой-то грех останется безнаказанным. Но это не было бы совершенной справедливостью.
В то же время, согласно Хорану, сура 3, стих 32, Аллах не питает любви к неверующим, поэтому Бог не так любвеобилен, как нам бы хотелось. Согласно Хорану, сначала вы любите Аллаха, сначала вы верите в Мухаммеда, и тогда Аллах полюбит вас. И поэтому я бы не назвал эти качества совершенными. Но вам нужно что-то сделать, чтобы ответить на вопрос, как Бог собирается поступить с грешниками. Христианское решение несколько иное. Оно заключается в том, что Бог сохраняет свою совершенную справедливость. И в конце времен все грехи будут наказаны. Либо вы платите за это сами, либо Иисус платит за них на кресте. И все же Бог заплатил цену за нас. Так что это настолько совершенная любовь, насколько это вообще возможно. Как нам понимать утверждение о том, что Иисус, мир Ему, был распят на кресте, дереве или столбе в свете Второзакония, глава 21, 22, 23, и послание к Галатам, глава 3, стих 13, в котором говорится, что всякий, кто повешен на дереве, столбе или кресте, проклят. Я бы сказал, что вы уже близки к пониманию Евангелия. Мы ведь знаем, что Иисус праведен, согласно Библии и Хорану. Мухаммед в хадисе сказал, что сатана прикасается к каждому, кто приходит в этот мир. Но он не мог прикоснуться ни к Иисусу, ни к его матери. К любому другому, даже Мухаммеду, сатана смог прикоснуться, но только не к Иисусу. И в этом вы правы. Как же нам примирить нашу веру в то, что Иисус был праведником, с утверждением Ветхого Завета о том, что всякий, повешенный на дереве, проклят? И похоже, мы должны были бы сказать, что Иисус был проклят, несмотря на то, что Он был праведником. И это именно то, о чем говорится в Евангелии. Тот, кто был без греха, стал грехом ради нас. Если бы мы не упомянули об этом, то вы могли бы задаться вопросом, неужели Иисус был проклят? Что ж, Иисус был праведен, и все же Он был проклят. В христианстве Он находится под проклятием не просто так. Он становится проклятием ради нас, чтобы мы могли быть прощены.